родился в Верхневилюйском районе, северо-западная часть Якутии. Мои предки произошли со стороны Оленька, еще севернее, еще с крайнего севера. Вот. До начальных классов я там учился, потом у нас был большой переезд в город Якутск, где я и мое детство прошло, школа. В школе и вообще в детстве я всегда был, да я и до сих пор не поменялся, был сорванцом, всегда исследовал мир, искал выходы и пути побега от системности мира. Первый мой побег был с детского сада с 4 подельниками в возрасте 4 или 5 лет. Мы убежали с детского сада, что привело к событиям, что весь район нас искал, полиция, милиция в те времена. Вот. Второе мое путешествие было в 16 лет, когда мы из Якутии проехали до Ростова на автостопе вот, с друзьями. А вообще все это началось от того, что мы поехали на рыбалку по ту сторону реки от Якутска до Нижнего Бестяха и уехали дальше. Вот. Ну, уже как бы я давно перестал считать, это около 15, наверное, 16, может 14, 17 стран. Сейчас трудно сказать и вспомнить, где я побывал уже. Вот. И самое долгое путешествие куда было? Самое долгое путешествие – это двухлетний трип по Юго-Восточной Азии, Таиланд, Камбоджа, Бирма, Лаос, Сингапур, Малайзия и Тибет. Так, ну самые безумные это то, что самое безумное, что происходило, это мое внутреннее вырывание, как бы внутреннее отношение к миру. Я немного как бы такой адреналиновый наркоман, которому нужны острые ощущения. Это походы в горы или те же вот дайвинг, курс, который мне финны проводили в Таиланде, дайвинг с акулами. Вот, акула так плавает мимо, ты его по пузу чешешь. Ну, вообще для путешествия деньги особо не самый яркий фактор. Путешествие это может быть совсем не в чужую и другую страну поездка, а поворот не туда, например. Выехал, поехал на машине или на автобусе, или пешком шел и повернул от своего ежедневного маршрута направо, налево, в другую сторону, не по маршруту как бы идти. Там уже как бы, знаешь, однажды я познакомился с ребятами в Кыргызстане. Я вот автостопил, должен был доехать до одной деревни и оттуда должен был пойти на трек по горам. Но они мне предложили, поехали, говорят, настоящие горы тебе покажем. Поехали, говорю. В итоге получилось, что 3 дня верхом на лошади, 2 дня рыбалка на горного лосося, зарезанный баран в честь прибытия дальнего гостя. И за этот недельный, 6-дневный трип я ни копейки не заплатил. И по сути вопрос-ответ будет в том, что деньги особо фактора не имеют. Есть люди, которые вообще без денег ездят. У меня просто квартира в аренде, 20 тысяч ежемесячно поступают. Я на них что-то делаю как-то. Можно просто палатку собрать, рюкзак собрать. И в наших же местностях, в Якутии, например, сделать трек. Не обязательно просто искать машину, ехать куда-то. Можно просто пешком даже пройти, например, на наши Марана.
И, наверное, такая яркая фраза, которую я использую всегда в своей жизни, это приключения начинаются, когда ты на них соглашаешься. Даже не знаю. Вопрос такой сложный. Знаешь, вот у меня есть друзья, которые 3 дня могут собираться на рыбалку и не поехать, а за полчаса легко все соберутся пиво пить. Вот. Я не знаю даже. Вот Кыргызстан, например, Иссыкульский район, там очень много красивых мест, клевых мест, но местное население никогда, может быть, в жизни даже вот не сходило, например, на гору. Даже вот те, которые в столице Кыргызстана, в Бишкеке живут, никогда не ездили на Иссык-Куль. Есть люди, у которых есть родственники, у которых там поголовье, например, лошадей, табуны, и они никогда не катались на лошади. Это сугубо от тебя зависит. Хочешь или не хочешь. Не надо смотреть в Инстаграм, Ютуб и удивляться, восхвалять. Ну да, можно со стороны, не обязательно тебе это все делать. Вот. Так что совет быть тем, делать то, что вам нравится, что любится, что по душе, и все. Не обязательно путешествовать, не обязательно идти другими путями других людей. До апреля мне надо будет доехать до Якутска. У меня в плане большой сплав по реке Ляна, который начнется где-то с первых чисел июня. Это маршрут, который стартует с Байкальской, Иркутской стороны и закончится в районе Тикси. Мы будем закупать катамараны, организовывать группу, все это освещать. И сам смысл этого сплава не просто в реке и в его окрестностях или там рыбе, которая там водится, а именно точка в людях, которые там проживают. Мы в Якутии привыкли считать, что мы только вот якутяне, живем вот в Якутии, вот на этой реке. Нет. Например, в начале реки Лена там проживают, например, русская община староверов, там эвены, долгане, саха и все остальные. И я бы хотел показать, кто там живет, какой у них быт и отношение их к природе. Нам надо просто, вот немного моей философии жизни, что надо беречь природу, надо возвращаться к исконным, немного древним бытам жизни и немного отстраниться от городской жизни, наверное, так. Ребята, подписываемся на канал Ханны Кэре. Витя его ведет. Они сейчас в Грузии. Они еще будут рассказывать о интересных местах, даже о наших земляках, которые здесь проживают, которые даже просто мимо проезжали. Вот. Грузия – страна контрастов, в которую нужно приезжать. Обращайся с Витей. Витя тоже скоро возвращается. Он будет снимать, как его называется, ваши мероприятия. Советую. Очень клевый чувак. С ним можно работать, общаться и вообще просто дружить.